В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого утра. Можно ехать, но не всем. На федеральной трассе Вилюй открыто движение по 2 ледовым переправам. С новосельем в будущее. В Ленске общество инвалидов ждет свой переезд в новое помещение. Денег много не бывает. В историческом парке «Россия. Моя история» свои двери открыла выставка «Время. Деньги». Расскажем об этом подробнее. Проект мостового перехода через реку Вилюй на 660-м километре федеральной автомобильной дороги А-331 Вилюй в районе села Верхневилюйск получил положительное заключение в главгосэкспертиза России. Длина моста через реку Вилюй составит 1657 метров с 2 судоходными пролетами с обеспеченным габаритом по 126 метров в ширину. Проектная стоимость составляет 33,5 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы намечены в период с 2022 года по 2026 год. Этот уникальный мост станет самым крупным мостовым переходом на федеральной трассе Вилюй на территории Якутии. Между тем, на федеральной трассе Вилюй в Якутии открыто движение по 2 ледовым переправам. Сообщается, что с 1 декабря 2021 года на трассе А-331 Вилюй открыто движение для транспортных средств общей массой до 4 тонн по ледовым переправам через реку Вилюй на 660-м километре село Верхневилюйск и на 807-м километре село Кюндядя. Увеличение грузоподъемности ледовых переправ до 10 тонн запланировано с 10 декабря. Также 3 декабря планируется открытие ледовой переправы через реку Алдан, Хандыга-Мегина-Алдан. Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через реку Лена, Якутск-Нижний Бестях, 5 января 2022 года. Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова, дата открытия может быть скорректирована. Перейдем к другим темам. Более 20 тысяч вошедших в программу «Дальневосточный гектар» подали декларацию об использовании участков. Согласно декларациям, 38% получателей дальневосточных гектаров используют свои участки для индивидуального жилищного строительства. 29% получателей используют его для сельскохозяйственной деятельности. Среди регионов это преимущественно Республика Саха-Якутия, Еврейская автономная и Амурская области. 10% используют дальневосточный гектар для предпринимательства, 7% для развития туризма, среди которых преимущественно участники программы в Якутии и Магаданской области. В рамках программы «Дальневосточный гектар» земля предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет. Заявитель сам выбирает вид деятельности на участке, а также размер и расположение участка. Все недочеты в построенных домах села Бяскёль Горного района решают сразу же после обращений жителей, но нареканий практически нет. Специалисты службы госзаказчика и Минстроя Республики даже спустя 1,5 месяца после сдачи всех зданий контролируют, как ведут себя объекты в суровых погодных условиях. Накануне на пресс-конференции министр строительства республики подвел итоги реализации масштабного проекта восстановления села после пожара. Напомним, 7 августа огонь уничтожил более 30 жилых домов и хозяйственных постройки. В течение 2,5 месяцев по поручению главы региона и благодаря слаженной работе оперативного штаба удалось с нуля возвести 34 дома и большой животноводческий комплекс. В планах построить в Бяскёле школу и многофункциональный центр. В целом я очень рад за новоселов, потому что, как все отмечают, даже те, которые не строители, далеки от строительства, то, что дома получились очень комфортные, очень теплые, уютные. Ну и в целом, на наш взгляд, вот этот микрорайон, он такой образцово-показательный. Как строители мы с селом Бяскёль не прощаемся, для нас работа только начинается. И вот эти дома, это вот первые объекты, которые мы там построили. Надеемся, что в ближайшие годы мы построим там и школу, и второй социальный объект. В Ленске общество инвалидов ждет переезд в новое здание. Сейчас полным ходом идет капитальный ремонт муниципального помещения, где долгие годы располагалась женская консультация Центральной районной больницы. Глава района приняла решение о переезде туда общества инвалидов. До этого времени они располагались в 4-комнатной квартире. Из казны района выделено свыше 2,5 миллиона рублей на ремонтные работы. Произведена перепланировка помещения, убрана часть перегородок, перенесен санузел, организован
большой холл, а в ближайшее время будет заменена входная дверь и установлен пандус. К Новому году общество инвалидов переедет в новое, специально реконструированное здание с учетом всех их пожеланий, помещений. Но ждем, как говорится, с самым нетерпением. Мы уже, как говорится, на чемоданное настроение у нас. Ну, не знаю, обещали они 30 ноября нам сделать, но сказали вроде где-то числа 10-15. Вот сроки. Ну, конечно, уже инвалиды ходят, спрашивают, интересуются. Там, во-первых, у нас и подход, центральная улица считается, подход будет нормально. А здесь у нас просто весной и осенью неудобно, здесь постоянно ложи. И на первый этаж колясочники к нам не попадают. Здесь не получилось пандус сделать, как говорится, не добивались. Но мы очень рады этому переезду. Торжественная церемония награждения и подведения итогов 15-й республиканской акции «Природа и мы» состоялась в Якутии. Партнерами акции в этом году выступили алмазодобывающая компания «Алроса» и Фонд экологической безопасности Дальнего Востока. Между «Алроса» и фондом был заключен спонсорский договор. Взнос составил 3 миллиона 600 тысяч рублей. Акция «Природа и мы» является одной из самых массовых экологических акций в республике. В мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» стартовал показ выставки «Время и деньги». Экспозицию из 19 фотополотен представил Банк России. Она расскажет о процессе производства банкнот и монет, древние и современные способы защиты от подделок, а также малоизвестные факты истории денег. Выставку можно будет посетить до конца текущего года бесплатно. Экспонаты расскажут о малоизвестных фактах из истории денег. Посетители на выставке смогут узнать, как наши предки перевозили крупные суммы денег. Узнают о суррогатах денежных средств, которые выпускались в период Первой и Гражданской войн. Тогда их выпускалось порядка 20 тысяч различных видов, разновидностей. И выпускали их разные правительства, предприятия и торговые организации. Кстати, очень интересный факт, что на территории Якутии в тот период средством платежа служили даже винные этикетки. В Якутии зажгли огни на главной новогодней елке республики в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». В праздничной церемонии принял участие якутский властелин холода Чисхан. Якутяне и жители других регионов России наблюдали за церемонией онлайн. Трансляцию вели наши телеканалы НВК «Саха», «Якутия-24», а также соцсети. Огни на главной новогодней елке республики вместе с Чисханом зажег глава региона Айсен Николаев. Зрители трансляции увидели, как одновременно загораются огни на елках в разных городах и районах Якутии. Сегодня зажглась главная елка нашей республики, и вместе с ней елки зажглись по всех районах нашей необъятной, огромной Якутии. Я от всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем желаю мира, счастья и, конечно, очень важно, здоровья. Якутский фильм «Потанцуй со мной» покажут на кинофестивале «Бастау» в Алматы. Там с 30 ноября по 4 декабря проходит 9-й международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов, где будет представлен первый полнометражный фильм «Потанцуй со мной» молодого якутского режиссера Никандра Федорова. Напомним, что романтическая мелодрама «Потанцуй со мной» вышла в прокат во всех кинотеатрах республики в марте этого года. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» открылась необычная выставка «Бал кукол Снежной долины». В экспозиции представлены авторские куклы ручной работы. Более 50 мастеров со всей республики представили свой мир кукол. На выставке побывала Марферина Алексеева. Более 200 самых разнообразных кукол. Это и персонажи эпоса Олонхо, и существа из легенд и мифов, и звери, и новогодние персонажи, и утонченные балерины. Агафья Колесова создает куклы из самозастывающего пластика. Муж мастерицы-ювелир. Специально для ее якутской красавицы он сделал настоящее национальное серебряное украшение в миниатюре. Уйкыга – это персонаж из сказки «Лунная девушка», из якутской сказки. Она живет на Луне, хозяйка Луны.
Реборн – тренд, пришедший из США. Исполнены малыши из винила. Реалистичность кукол никого не оставляет равнодушным. Еще один эксклюзив на выставке – это точная копия шерстяного нижнего белья якутской женщины эпохи 17 века. В моей кукле отображено период 17 века. Оно из археологических раскопков, нарисованные художником Михаилом Носовым тоже было. И, конечно же, девушка всегда, хоть одевала шерстяную одежду, шерсти, да, она всегда ее украшала бисером, своими народными орнаментами. И всегда была красиво. Также Айталина представила оберег удачи в виде персонажа из национальных легенд. Раньше ее передавали невестке, делали такой оберег из носа лисицы, чтобы замужняя жизнь у нее была удачной. В легендах говорится о том, что когда охотник охотится на лисицу, он приносит ее, завернув в мешок, чтобы не показывать духу огня. Как оказалось, мастерят куклы не только женщины. На выставке немало работ, представленных мужчинами. К примеру, это новогодняя экспозиция. Для ее создания Владимиру Левину потребовались месяц труда и драгоценные материалы. Вот это создание новогодней коллекции, где-то месяц. Вот это потому, что очень сложная работа. Нравится с пластилина лепить всякие разные изделия. У меня не только вот эта кукла, еще и чараны делаю в национальном виде. Очень много работ. Сейчас хочу открыть свой мастерской. Имеются и игрушки из войлока. Валяние из шерсти – это древнейшая техника изготовления текстиля на земле. В целом же полюбоваться на этих причудливых, милых, изысканных, а порой немного пугающих кукол можно в Центре прикладного искусства «Симех». Экспозиция будет работать до середины января следующего года. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Государственному бюджетному учреждению республики «Спортивная школа Олимпийского резерва по боксу» присвоено имя заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, заслуженного тренера России и Республики Саха-Якутия, почетного гражданина Нюрбинского улуса, мастера спорта СССР Артура Иннокентьевича Пахомова. Соответствующий указ накануне подписал глава республики Айсен Николаев. С именем легендарного тренера Артура Иннокентьевича Пахомова связано много славных страниц истории развития бокса в Якутии. За долгие годы тренерской работы он подготовил множество талантливых спортсменов, мастеров спорта и победителей различных состязаний. Теперь имя великого тренера навсегда сохранено в названии школы по подготовке будущих чемпионов по боксу, рассказал министр по физической культуре и спорту республики Иннокентий Григорьев. К этому часу у нас вся информация, но наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.